Итак, ребята, я уже после прогулки сегодня. Сегодня фильм не начинается наоборот. У меня был сегодня, так сказать, паркохозяйственный день. Там дядя Ваня в гараже около машины там немножко пошуровали. А начать хочу я этот ролик сегодня с поздравления всех мужчин. И даже не только мужчин, потому что день у нас такой сегодня, День защитника Отечества. А это как уже сейчас, в современное время, очень много и женщин в погонах ходят. Хочу пожелать легкой, доброй, так сказать, службы на благо Отечеству. Все, кто служил, все, кто потенциально защитники, будет еще служить. Да и кто не служил, все равно в военное время, если там, все равно будут защищать Отечество. Всех защитников Отечества поздравляю с этим, так сказать, большим праздником. Вот. А я уже, как говорил раньше, заехал домой, сейчас уже буду кушать борщ от Маши. Как же это видеоролик, и не буду показывать, чем меня Маша кормит. Мне Маша сегодня борщом со сметаной такой. Вот такая вкуснотища буду кушать. А вы смотрите, что я делал сегодня на улице. Я вкратце поснимал. Я гулял-то нормально, а вкратце поснимал. Вот так. Приятного просмотра. Ну, привет, друзья. Сегодня опять я выбрался на улицу. На улице тепло, но ветер. В эти дни уже, дождь был. Пару дней лил дождь, снег такой тяжелый стал. А сегодня вот, видишь, немножко приморозило. Такой легкий наст для кошки появился. Только кошка выдерживает этот наст. Я вот решил все-таки выехать, прогуляться, потому что уже что-то дома голова болит, Засиделся я дома. И дядя Ваня как раз пришел там. У него что-то с машиной проблемы. Посмотрим, что-то то сол закипает или воздух идет там. Посмотрим. И заодно еще небольшой тихоход там на своем УАЗике. Он еще посмотрит там. На всякий случай, чтобы наготове этот УАЗик был. Вот так. Все, поехали. Он дядя Ваня, наш механик. Механик дядя Ваня. Да там легкий уход, там посмотреть что-то. Давно уже. Сколько не заводили-то уже, наверное. Давно уже не заводили. Надо аккумуляторы немножко подзарядить, да. Подшаманить, да. О! Ин качает. Да. Стояла машина уже очень много месяцев. Старушка тоже, 2002 года. А вон этот стоит. Тоже техника века. Техника века там стоит. Сейчас уйдет Дионя. Без проблем с полтыка. Нормальная тема. Вот так, друзья. Техника завелась с полтыка. Все нормально. Сидим сейчас погреем. И дядя Ваня на улицу выйдет. Вот так. Работает, не троит. Дымно тут. Немножко надо мне отъехать потом. Не знаю, как звук слышит, потому что на экшн-камеру всегда звук плохой. А сегодня отдельно не стал записывать звук.
Вот. Вот. Готово. Вон дядя Ваня занимается техуходом УАЗика. На всякий случай. Он уже там кое-что там уже нашел. Неисправности уже там подшаманил. Закрутил там шланги. Один шланг, что ли, там поменял какой-то. Там все равно я не достаю снимать. Внутри, что он занимается. Уже заканчивает. Уже можно безбоязненно, дядя Ваня, да, раз, ключ повернул и поехал, когда надо будет. Давай. Да. Слишком тоже не ласкай его, а то привыкнет к ласкам твоим. Дядя Ваня. Слишком тоже не целуйся. Сколько лет стажа? Сколько лет стажа? Не знаю. С какого года? За баранкой? 75-го? 76-го? 76-го года человек за баранкой. Можно сказать, каждый день за рулем. Уже на пенсии давно. Но вот обслуживает этот УАЗик. Вот своя машина у него. Все потом, если закончил, да, потом... Я там все равно не смогу снимать. Потом посмотрим твою, что там у тебя там кипит. Там пониже, да, можно посмотреть. Так, а у дяди Вани это какая машина-то? 08, 99-я, да, 99-я и это. У нее там проблемы, закипает, не закипает, а как бы бурлит там из основного радиатора выбрасывает воду. Подозрение есть, что может быть головка даже. Не знаю. Может кто подскажет, сейчас покажем, если получится поснимать. Сзади меня, друзья, стоит мой гусеничник, гусеничная платформа. Я раньше показывал, обещал, но не обещал, просто думал, что я смогу летом выехать, но я очень часто использую, сейчас вот как мне Майру дали, я все так езжу на рыбалку, там куда-то погуляться, в основном на Майре Optimus. И еще одна причина, что гусянка выскакивает у этого гусеничника. Я не знаю, как с этим летом, будущим летом, получится у меня попробовать этот вездеход еще раз. Раньше я ездил, но до этого момента я еще не снимал. У меня не было канала, видео не увлекался. Вот. Как-то надо показать так-то, как он ездит, в принципе, как управление, как что. Но сразу скажу, техника не ахти, гусеница выскакивает. И управление тяжелое для меня. Пока там у дяди Вани греется авто, я решил вот этот вкратце поснимать здесь, поговорить с вами. Вот. Я не знаю, как там на плане, на заднем плане видно, я, может быть, поближе потом сниму. Так-то у меня есть вот видео, кто хочет поближе. Вот сейчас вышла подсказка сверху на это видео. Ну так тоже вкратце. Езды нету как такого. Когда я ездил на нем,
я тогда еще видео не снимал, повторюсь. Вот так. Я не знаю там, как снимает сейчас внутри. Вот так выглядит. Внутри этот агрегат. Вот такой пол. И он как аппарель, он опускается, когда ты заезжаешь. Вот эта верхняя штука, передняя планка, она поднимается, а одновременно опускается пол. Вот. И как бы задом на коляске сюда заезжаешь. Тут движок стоит. Вот это движок на 6 лошадиных сил лифановский. Одевание на больших оборотах, тосол как бы воздухом бурлит и как бы выбрасывает его расширительный бак очень много. Я не знаю почему вот такая ерунда случилась. Ну, понятно, что тосол расширяется, когда греется, но она все равно не должна там максимум перекрывать. Она как бы воздухом выбрасывает и кипит как бы там. А температура 90. Не знаю почему. Ну-ка открой. Открой. Ну, есть какой-то воздух идет. Вот кто, ребята, знает, почему воздух идет это самое в расширительный бак? Скорее всего, это на что-то действительно не в порядке. Вот так. Кто-то может подскажет, просто мы первый раз такой сталкиваемся. Ну-ка. Вот такой звук идет. Думал ли все нормально? Я сначала тоже думал, что просто вода там играется, а не там звук идет какой-то, и когда глушишь машину, там воздух выходит. В расширительный бак выходит воздух какой-то лишний. Как бы это, наверное, неправильно. Мужики, кто там, машина 99-я, кто может помочь там, ну, разобраться в ситуации, почему. Еще опасение, что хочет или вот-вот пробьет головку блока. Обычно на других техниках, на УАЗике, например, когда головку пробивает, воздух в радиатор выбрасывает. А на этих маленьких машинах, на Жигуленках, я не знаю. И вот кто-то, если знает, подскажите нам, дядя Ваня, там в комментариях напишите, если кто знает. Может, действительно там хочет головку пробить, прокладку. И лучше не дожидаться, сразу, наверное, поехать в автосервис, да поменять или самим разобрать. Вот так. Ну вот так. УАЗик посмотрели. Этот тоже 99-й. УАЗик сейчас загонять уже дядя Ваня будет в гараж. Вот такой бокс у меня там. Ну, бокс, гараж. Раньше был теплый, а сейчас... Раньше очень часто использовал сам, когда я ездил. Любой мороз, там под 50 градусов мороза у меня печка в гараже, раз затопил и поехал. А сейчас печку убрал. Вместо печки там стоит этот драндулет гусеничный, который...
Все, техуход закончен. Ну вот наш техосмотр, так сказать, небольшой техосмотр моего УАЗика завершен. Я сейчас еще перед заездом домой, я съезжу еще Шарику, угощу его печенками. Он любит печеньки и ждет. Он уже не очень стал бояться моей коляски. Съезжу, угощу старика. Вот такие печенушки, ребята, во. Сейчас съездим Шарику. Шарик там. Кто-то там спрашивал, что это, мол, на цепи, ох, ветер такой мощный. Все замерзло, ребята, все, лед. Что он, кто-то спрашивал там, что шарик на цепи там постоянно. Он не на постоянно на цепи, он тоже гуляет так-то, нормально гуляет. О, вон, он уже знает, что это. Знаешь, уже все, привык к моей коляске, знаешь, что я несу гостинцы. Да. А плачет-то, плачет. Чуть-чуть не доехал. А плачет-то, Шарик-то плачет. Сейчас я тебе Шарик дам. Не волнуйся. Сейчас я тебе... Держи гостинца. Держи. На. Ай, держи. Ну, у тебя зубов точно нету, наверное, уже. Ну, кушай. Печенушки кушай. Свежие печенушки. А еще. Вот. Так-то любит он печенушки. Держи. Совсем боялся коляски, а сейчас уже как стал угощать постоянно, не боится. Да. Ох, печенюшки для Шарика. Самое вкусное то. Он еда есть, там осталась она. Он не ест, это придется выбрасывать воронам. Да? Сейчас еще дам. Держи. Вот такой у нас старый песик. Старый Шарик. Ну все. Иди теперь поглажу. Иди поглажу. Вот. Вот здесь рана у него на носу. После этого и привязали. Потому что он старик уже, а молодые псы. А по девкам еще ходок. Ходи, старичок. Вот. И вот молодые-то его так зафигачили. Пришлось на цепь поставить. Все, пока, Шарик. Печеньку покушал. Начал доедать свою еду. Аппетит проснулся после печенушки. Ладно, поехали. Тут очень так лед стал какой-то. Очень опасно, если перевернешься. Сейчас кранты. Чем кранты? Ох. Вот.
Ну вот, съездили к Шарику, угостили. Сейчас еще покажу, ребята, кто-то у меня там в комментариях спрашивал, почему, ну, захожу ли я в дом к родителям, да, что-то. Ну, поснимать просили дом. Я сейчас покажу, почему я туда не могу зайти и поснимать ихний дом. Сейчас вот поближе подъеду. Прямо около веранды там у них лестница поднимается, и я покажу причину. Сейчас съездим, покажу. Ух ты! Вот такой, блин, гололед такой. Невозможный. Вот у них такое крыльцо. Сейчас я покажу. Ближе на камеру покажу. Ну, вы уже, наверное, поняли почему. Сейчас еще ближе покажу. Вот такой старый деревянный дом деревенский. И вот такая крутая, очень крутая лестница. Больше ничего тут не предусмотрено. Когда-то в детстве бегал здесь. Прыгал, бегал. А теперь вот не могу. Вот. Очень крутая лестница, поэтому не могу. Вот такой бревенчатый дом. Там я сказал где-то тоже в описании, что 47 лет дому. Мама сказала, что 50 лет дому. Вот так. Вот такая лестница. Поэтому я сюда не могу забраться. Ни на коляске, ни пешком. Так, ладно, показал я вам лестницу. Родительский дом. И, наверное, уже я буду потом заезжать домой. Потому что я как бы прилично наездился, может на видео там очень коротко получилось, но я уже довольно так и прилично гуляю. Ветер такой все равно не очень приятный. Ну все, друзья, на этом мой паркохозяйственный день сегодня заканчивается. Кто знает, почему идет такой тосол с воздухом в расширительный бак для 99-й машины, подскажите моему помощнику дяде Ване, в комментариях напишите. Вот. А я на этом буду заканчивать. Сделали небольшой уход в УАЗику своему. Угостил Шарика, показал там зрителям моего канала, кто-то спрашивал, почему я не захожу в родительский дом. Погулял сам, надышался свежим воздухом. Весной пахнет, ребята, у нас. Но это еще обманчиво. У нас будет еще зима, и такая еще крепкая зима будет, думаю. Вот так. Ладно, всем пока, всем удачи, до новых видео. Так, заезжаем, ребята, домой. Так, по нашему пандусу. Ох, блин. Дверь. Дверь. Оказывается, сейчас у меня вот такой крюк есть. Вот такой крюк. Этим крюком сейчас поближе подъеду. Блин. Поближе подъеду и дверь эту открою. О. Ах ты, шалопай. Ветрено на улице, и дверь закрывается. Раз, и тронули еще 5. Все нормально. Видите, какой хороший материал у меня. Вот так.